знаменитые композиторы знали о том, как их музыка влияет на молоко, то, возможно, кто-нибудь да и посвятил бы одну из своих композиций этим созданиям. Однако это не мешает коровам наслаждаться настоящей классикой. На карусельной установке под звуки музыкотерапии они плавно перемещаются, будто на льду. Коровы не слушают новомодную музыку. В их список музыкальных жанров, направлений и стилей не входит хип-хоп, шансон или тем более рок. Тонкий вкус этих черно-белых созданий предпочитает более гармоничную музыку. Именно поэтому фермеры при каждой дойке коров устраивают симфонические концерты. Ценители классики слушают музыку таких композиторов, как Чайковский, Моцарт, Бах и Штраус. Музыка играет в течение 3 часов. Именно столько длится процесс дойки. Порой даже кажется, что коровы подпевают своим мычанием. Со стороны все смотрится очень забавно и смешно, однако эта методика давно применяется на практике по всему миру. Она действительно работает. Слушая музыку, корова более спокойно, расслаблена, ее не пугает ни шум, ни резкие движения. Ведь от полученного стресса напуганная корова не сможет дать ни капли молока. Скептическую улыбку с лица стирают, как всегда, отрезвляющие цифры. Так что, кто знает, может и ваша корова порой нуждается в Чайковском. Допустим, вот у нее удой среднесуточный 30 литров, допустим. Если она будет заходить, вот музыки не будет, она будет заходить, пугаться, стресс будет. Но она может до 50% молока не отдать в этой ситуации. Значит, мы уже литров 15 с нее недополучим. А это если по стаду в общем, это ощутимая цифра получается. Музыка благотворно влияет не только на удой, но и в целом на общее состояние коровы. Да и коллективу так работать даже веселее. Несмотря на то, что комплекс практически автоматизирован, без традиционных доярок дойкой не обходится. Аша Тхамхоева хоть и не доит сама, но контролирует весь процесс. Как они только зайдут, мы их обрабатываем вымечкой теплой водой. Все 4 струечки сдаиваем и одеваем в свой аппарат. При выходе она там додаивается, при выходе мы макаем мед, обрабатываем, и наши коровы выходят. Они иногда могут капризничать, а так большинство нет. Они у нас очень приятные коровы. Тем временем культурно просвещенные коровы направляются на косметические процедуры. С помощью фиксирующего аппарата мастер делает им педикюр. Процесс не самый приятный, но подобные жертвы не для красоты. Профилактическая обрезка копыт и их чистка позволяет избежать появления различных заболеваний. Это вот копыта отрастает, она может вот таких размеров отрасти. То вот эта вот часть обтирается. Или же вот эта вот часть, вот тут треск идет какой-то, ломается копыта, и автоматически вот живая ткань, рана. Опять же. А и при этом, если вот не чистить копыта, бактерия, которая вот сюда вот примерно вот попадает бактерия, тоже вот начинается гноение ноги. Кроме того, условия в комплексе позволяют коровам самим ухаживать за собой. Например, они периодически окунают свои копыта в ванночки со специальным защищающим раствором. А автоматические чесалки делают массаж и очищают кожу. Подобная забота вкупе с питательной кормовой базой позволяет добиться интенсивного производства молока и воспроизводства стада. На сегодняшний день основное стадо в молочно-мясном комплексе состоит из 830 голов крупнорогатого скота. Молодняк составляет более 300 голов и до года более 100 голов. Ежемесячно в комплексе появляется от 35 до 40 телят. Поточно-цеховая система замкнутого цикла позволяет получать молоко круглый год. Мы достигли показателя уровня средней продуктивности, надой среднесуточный удой на фуражную корову у нас составил 27 литров. Это, то есть за воловой надой за год у нас составил 5 миллионов 730 тысяч литров молока. В этом году мы планировали получить 6 миллионов 400 тысяч литров молока. И примерно мы на этот показатель выйдем в этом году.
У коров здесь протекает полноценная насыщенная жизнь. Они рождаются, взрослеют, начинают работать, порой ссорятся и мирятся, как люди. Буйным коровам даже обрезают рога, чтобы они никому не навредили. Так что вполне справедливая судебная система здесь тоже существует. В конечном счете коробки с готовой продукцией появляются на полках специализированных магазинов. Теперь уже кажется, что в них не просто молоко, а вся жизнь со всеми ее аспектами. Залина Магушкова, Гапур Чехкиев, Новости 24.